Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 21 мая исполнилось 162 года со дня окончания русско-кавказской войны. В Абхазии вспоминают жертв Кавказской войны. Парламентский комитет рекомендовал повысить нижний порог возрастного ценза для кандидатов в президенты с 35 до 40 лет и верхний до 70 лет. Инфраструктура Абхазской железной дороги полностью готова к приему летнего потока туристов. 21 мая исполнилось 162 года со дня окончания русско-кавказской войны, в результате которой в XIX веке тысячи абхазов покинули свою родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока. 21 мая в Абхазии и республиках Северного Кавказа отмечают День памяти жертв Кавказской войны. Памятные мероприятия проводит и абхазо-адыгская диаспора в Турции. Выбор даты связан с тем, что 21 мая 1864 года в урочище Кбаада, Красная Поляна, близ древнего убыхского поселения Шача, Сочи, официально завершилась Кавказская война. Мы все должны знать, где бы мы ни находились, родина абхазов – Абхазия. Это все, что мы должны беречь и продвигать. Независимое абхазское государство дает нам возможность защитить свой народ, сохранить язык, духовную культуру. Наша задача – не потерять память о тех, кто из-за невзгод истории оставил свою родину, и передать ее будущим поколениям. Больше не должно быть подобных событий в истории нашего Отечества, говорится в обращении президента Республики Абхазия Бадры Гунба ко Дню памяти махаджиров. 21 мая в Сухуми состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны. Памятное шествие прошло от площади имени Багапш на набережной махаджиров и к памятнику махаджирам, где и состоялся вечер памяти жертв Кавказской войны с участием Государственной хоровой капеллы Абхазии. Режиссер вечера памяти Мадина Аргун, ведущий народный артист Абхазии Кисоу Хакба. В этот день по традиции в Сухуми возлагают цветы к памятнику махаджирам на набережной, разжигают ритуальный нарский костер и зажигают поминальную свечу, опускают на море венки. Президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бекбава посетили выставку «Потерявший родину потеряет все», посвященную Дню памяти махаджиров. Экспозиция открылась 21 мая в Национальной картинной галерее. На выставке представлены работы народного художника Абхазии Батала Джапо. Они выполнены по мотивам романа Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Среди них серия работ Аубла, портрет старцев и другие картины. Видеоклип памяти работы художника Батала Джапо по мотивам романа Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Песня «Шишнани» в исполнении народной артистки России Абхазии Хибла Герзмава, слова народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба, композитор Иван Лакраба.
Сегодня в течение всего дня на Абаза ТВ проекты и передачи, посвященные Дню памяти жертв русско-кавказской войны. Они продолжатся и в вечернем эфире канала. В эти дни в Турецкой Республике находится делегация из Абхазии под руководством заместителя председателя Государственного комитета Республики Абхазии по репатриации Бастакуа Аграба. Ее участники посетили село Джгардада-Пазар, где почтили память Ивкана Цыбы, погибшего во время Отечественной войны в Абхазии. Ивкан вошел в первую группу добровольцев, выехавших из Турции на помощь родине. С августа по ноябрь он активно участвовал в боевых действиях, проявив исключительное мужество. А 3 ноября 1992 года погиб во время Шаромской операции. Президент Абхазии Бадра Гунба проинспектировал ход масштабной реконструкции набережной столицы. Смотрите видео пресс-службы администрации президента. Президент Абхазии Бадра Гунба проинспектировал ход масштабной реконструкции набережной столицы. В инспекции приняли участие вице-президент Беслан Бегвава, возглавляющий рабочую комиссию по реконструкции, руководитель администрации президента Беслан Эшба и глава администрации Сухума Тимур Аграба. Они побывали на каждом из 4 участков. Тимур Аграба доложил о стадии ремонтных работ на каждом из них. Активные ремонтно-строительные работы ведутся на всех участках. Завершено устройство бетонного покрытия под укладку брусчатки. А там, где после демонтажа облицовочного камня подпорной стенки выявлено, что капремонта требует подпорная и отбойная стена, увеличен объем дополнительных работ с внесением изменений в проектную документацию. Кроме того, занялись обновлением ливневых коллекторов и инженерной инфраструктуры. По ходу работ вскрываются болевые точки, которые были не видны, но без решения которых не представляется возможной поэтапная реконструкция. Поэтому в приоритете строителей качество проводимых работ. И затратив немного больше времени, жителям Абхазии представят набережную, которая послужит долгие десятилетия будущим поколениям. Вместе с тем, благодаря тому, что были ускорены работы на участке, где расположен памятник неизвестному солдату, проведены ежегодные традиционные мероприятия возложения венков в память о героях Великой Отечественной войны и акция «Огонь памяти». За финансирование и организацию работ здесь отвечает международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзенба. И к 9 мая реставрация самого монумента была завершена, также благоустроили близлежащую территорию. Несмотря на то, что погода вносит коррективы в работу строителей, каждый недождливый солнечный день и в выходные, и в праздничные дни недели рабочие и техника на месте. С утра до поздней ночи в 2 смены бригады, засучив рукава, выполняют огромный объем трудоемкой работы. Мы сегодня провели инспекцию реконструкции набережной. Как вам известно, набережная поделена на несколько частей. За каждую отдельную часть набережной отвечают отдельные, в том числе и регионы-побратимы, и организации, в том числе это и международный аэропорт города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба. И в этой части это абхазские предприниматели. Работы в основном продвигаются в рамках утвержденного плана графика. То есть некоторые отставания, в некоторых из них это по части, где нам помогают с реконструкцией башкирская сторона, учитывая вскрывшиеся определенные обстоятельства, есть сложности технического характера, а также в исторической части набережной Диаскуров с учетом найденных погребений. Сейчас продлеваются эти работы, очень активно ведутся. И очень надеюсь, что нашим горожанам и гостям нашей столицы понравятся те изменения, которые, безусловно, отразятся на внешнем облике нашей столицы. С инспекцией руководители побывали и на исторической части набережной. Несмотря на то, что проведение археологических раскопок существенно сдвинуло сроки реконструкции на этом участке, сохранение исторического наследия остается приоритетом. Об этом еще раз заявил президент во время инспекции, общаясь с археологами, ведущими раскопки. Бадра Гунба подчеркнул, что государство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку в их благом деле по обнаружению уникальных артефактов.
По просьбе ученых и историков до завершения реконструкции исторической части набережной решили сделать временный променад через территорию Сухумской крепости, чтобы дать археологам возможность работать и летом. Глава Сухума Тимур Агрба доложил президенту, что прокладка обходной дорожки через Сухумскую крепость уже завершается, и это надежная железная конструкция, которая будет использоваться людьми для прохождения, а также даст всем желающим возможность наблюдать с нее за работой археологов. Масштабный проект реконструкции набережной стартовал в прошлом году в результате договоренности президента Республики Абхазия Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. За реализацию проекта отвечают Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Международный аэропорт Сухум имени Владислава Арзенба и абхазские предприниматели. Каждый из них ответственен за определенный участок набережной. Комитет по государственной правовой политике парламента Абхазии рекомендовал повысить нижний порог возрастного ценза для кандидатов в президенты с 35 до 40 лет и верхний до 70 лет. Для кандидатов в депутаты парламента рекомендован поднять возрастной ценз с 25 до 30 лет без верхнего ограничения. Поправку в Конституционный закон о выборах в депутаты парламента Народного собрания Абхазии представил Дауд Хутаба. Большинством голосов эти поправки допущены к рассмотрению во втором из 3 чтений. Среди прочих нововведений обязательное подтверждение владения абхазским и русским языками через лингвистическую комиссию, установление предельной суммы расходов из избирательного фонда в размере 30 тысяч МРОТ, мораторий на смену прописки для граждан с 18 лет с момента назначения выборов до проведения их итогов, запрет на публикацию соцопросов за 30 дней до голосования. Комитет также одобрил проект изменений в Уголовный кодекс, исключающий иностранное вмешательство в электоральные процессы. Шестым созывом парламента был принят закон, закон о выборах в парламент, где непосредственно говорилось о том, что обязательно знание абхазского языка. Как это будет выглядеть, кто это будет формировать, то есть вот этой ситуации там не было обозначено. То есть сам закон был принят, а механизм, который регулировал бы работу этого закона, не было, определения там в этом законе не было. Ну, когда мы к этому вопросу начали возвращаться, в процессе мы столкнулись с теми ситуациями известными, которые произошли в Абхазии, связанные с выборами в местные органы самоуправления, когда налицо было нарушение закона о выборах, и вообще посторонние люди, не имевшие отношения к Республике Абхазия, не граждане Абхазии, своими действиями нанесли, я считаю, что большой урон, не побоюсь этому высказыванию, даже в отношениях между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Как это произошло, как случилось, не хочу сейчас в подробности вдаваться. И в процессе работы над этим законом мы эту ситуацию тоже постарались отразить в этих изменениях. Плюс в процессе, естественно, обсуждения Дмитрий Маршаня тоже внес свое видение ко многим здесь статьям. И в процессе сегодня мы имеем тот документ, который мы сегодня будем обсуждать. Видеоотчет с расширенного заседания Комитета по государственной правовой политике смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Круглый стол «Связь поколений от Великой Отечественной войны к современному подвигу» прошел в Абхазском государственном музее боевой славы имени Владислава Арзенба. Перед открытием мероприятия участники возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Пампаева, участвующая в круглом столе «Связь поколений от Великой Отечественной к современному подвигу», презентовала проект модернизации Госмузея боевой славы имени Арзенба и создания в нем интерактивного пространства. Рассчитано все-таки, что будет очень много
молодежи посещает, школьников, студентов, элементы такие вот, как дельтаплан, да, который очень активно использовался героями Великой Отечественной войны. С левой стороны предлагаем, так все-таки музей назван в честь первого президента Владислава Григорьевича, создать следующий портрет из фотографий героев и Великой Отечественной войны и народа Абхазии. Сейчас это современное представление используется на многих площадках музейных пространств, и также было согласовано, что можем портрет Владислава Григорьевича показать вот следующим образом, что из портрета героев. Нижний Новгород и Сухум – города-побратимы с 2011 года, и наши связи продолжают крепнуть, заявила исполняющая обязанности первого заместителя главы Нижнего Новгорода Елена Антонова, принимающая участие в круглом столе. Городами-побратимами с 2011 года. В этом году мы отмечаем 15-летний юбилей этого события. И дружеские и братские отношения между нашими городами становятся крепче год от года. Наше взаимодействие охватывает основные сферы деятельности. Это и культура, и экономика, и благоустройство, и образование, туризм, спорт, патриотическое воспитание. За эти годы нами совместно с сухумскими коллегами проделана огромная работа. В 2025 году реализовано более 67 мероприятий в 11 различных сферах. В пятницу 22 мая в селе Ишера состоится мероприятие, посвященное присвоению Ишерской средней школе имени первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенба. Мероприятие начинается с возложения цветов у мемориала Арзенба и у памятника погибшим воинам. Туризм и рейтинги. Абхазия вошла в топ-10 зарубежных направлений для отдыха россиян в июне. В списке также Беларусь, Турция, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония, Таиланд. Средняя стоимость забронированной ночи в июне в отелях и апартаментах за рубежом составляет 8300 рублей, сообщает сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Отмечается, что у российских туристов сохраняется высокий интерес к странам ближнего зарубежья, с которыми налажено прямое авиасообщение, отсутствуют визовые ограничения. Инфраструктура Абхазской железной дороги полностью готова к приему летнего потока туристов. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РУП «Абхазская железная дорога». К началу сезона специалисты провели масштабную модернизацию, отремонтировали пути на участке от Псоу до Сухума, перевели железнодорожные переезды в охраняемый режим и восстановили исторические вокзалы. Кроме того, уже в конце мая до Сухумской платформы ГУМАП планируют запустить тестовый рейс обновленного электропоезда «Диаскурия». Все подробности в репортаже Марианы Котовой. Железнодорожная сеть республики испытывает все большую нагрузку. Объемы перевозок стабильно растут. К летнему пику АЖД провела масштабную техническую подготовку. К началу летнего сезона специалисты совершили масштабный комплекс технических мероприятий по приведению путей к нормативным требованиям. Для приведения в нормативное состояние инфраструктуры Абхазской железной дороги были сделаны немало работ к вопросу подготовки к летним перевозкам пассажирским. Скажем, были проведены обследования искусственных сооружений на участке Псоу-Сухум. Это такие, как мосты, тоннели, подпорные нагорные стены и волноотбойные защитные стены. Серьезный объем капитальных вложений направили на ремонт верхнего строения пути. К работам привлекли 4 специализированные бригады из Российской Федерации. Весь этот комплекс необходим для обеспечения полной безопасности движения. Позаботились и о диагностике. Дважды средства автоматической диагностики состояния пути и контактных проводов. По выводу, скажем, от вагона пути измерительного состояния пути от Псоу до Сухума оценивается оценкой «хорошо». Поезда традиционно формируются на базе РЖД. Флагманом этого сезона стал обновленный электропоезд «Диаскурия». Тот состав, который раньше курсировал, скажем, Сочи-Гагра, и теперь который курсирует
электропоезд Диаскурия уже совсем другой уровень комфортности, другие вагоны, которые намного удобнее для пассажиров. Высокий спрос рождает новые логистические решения. На основании договоренностей с РЖД силами АЖД была полностью подготовлена инфраструктура до остановочного пункта ГУМА в центре столицы. В скором времени здесь ожидают тестовый проход поезда. В более долгосрочных планах продление маршрута до Киласура и Дранды, что технически обосновано необходимостью обслуживания Сухумского аэропорта. Обсчет уже есть, возможность техническая уже определена, необходимость подтверждена, продление, но на данный момент финансовая составляющая пока не определена, за счет каких средств будет финансирование, а так оно у нас в плане есть. С началом сезона пассажирские поезда переходят на летнее расписание. Диаскурия начинает курсировать в ежедневном режиме по 2 рейса в день между станциями Сочи и Сухум. Кроме того, республика готовится принять дополнительные российские туристические составы. Появление новых маршрутов, по словам Леонида Куруа, разворачивает в Абхазии здоровую экономическую борьбу за туриста. Есть уже конкуренция по перевозке пассажиров. Это касается уже открытия и аэропорта, и открытие морских перевозок. То есть мы уже не одни в этом деле. У нас уже появляется конкуренция и подтягивает к тому, чтобы, искать пассажира, воевать за него и создавать лучшие условия, для привлечения пассажиров к железнодорожным, перевозкам. Да. Синхронизировать такую масштабную работу между ведомствами двух стран задача комплексная. О том, как сегодня выстроено техническое взаимодействие с российскими коллегами, рассказал заместитель генерального директора Абхазской железной дороги Руслан Харазия. Синхронизация графиков – это не что-то новое для нас. Наши поезда дальнего следования ходят уже очень давно. И в этой связи, в этом не было проблем синхронизировать графики движения, ставить их нитки и все остальное. Электропоезд Диаскурия позиционируется как доступный транспорт. Дешевле и удобнее всего приобретать билеты на официальном сайте РЖД или прямо в вагоне. При покупке в сторонних кассах придется переплатить за комиссионный сбор. Билет стоит в районе 360 рублей. Его можно купить, как я сказал ранее, в самом поезде. Можно купить на сайте российских железных дорог, в кассах. Только там будет, если покупать его в кассах, там будет небольшой комиссионный сбор. Но это существенно не повлияет на цену билета. Но главное преимущество Диаскурии перед автотранспортом, по словам Руслана Харазия, это то, что пассажиры ощущают на абхазо-российской границе. В летний сезон, в знойную жару, мы переезжаем границу, получается, пассажиры находятся в поезде, туда заходят погранслужбы, которые проверяют наличие билетов, паспортов прямо внутри, где ты сидишь под кондиционером, где у тебя биотуалет, и все удобства есть. Меняется не только уровень сервиса в вагонах, но и подход к управлению станциями. Опыт возрождения исторических платформ с собственными силами и с привлечением инвесторов в Абхазии уже доказал свою эффективность. Станция Псырцха наверняка один из наиболее удачных примеров того, как республиканское унитарное предприятие может сотрудничать с коммерцией. Наверняка многие из вас помнят, как выглядело это строение до того, как его отреставрировали. У Абхазской железной дороги не было средств для того, чтобы восстановить станцию. Но когда бизнес взял дело в свои руки, здесь образовался ресторан, который выполняет еще и роль железнодорожной станции. Решение привлечь частный капитал к восстановлению исторического объекта далось руководству АЖД непросто. Проект вызвал много споров и сомнений. Эта станция долгие годы находилась, если можно так сказать, в руинах. И было расхожее мнение, может ли государство отдавать станции частникам, и что из этого получится. И, скорее всего, таким волевым решением Читанава, руководителя железной дороги, хотя многие были и против, и за, мы пошли на этот проект, и вот, как видим, результат получился хороший. Вокзалы находятся в оживленных прогулочных зонах, поэтому пристальное внимание уделяется безопасности. Перроны круглосуточно патрулируются, а военизированная охрана пресекает попытки туристов заходить в опасные зоны тоннелей. Сейчас основные силы сосредоточены на ремонте Новоафонского вокзала, начатом полгода назад. Новоафонский вокзал
Абхазская железная дорога восстанавливает за собственные средства. Но функционирование такого масштабного объекта невозможно без поддержки бизнеса. Со многими, кто работал здесь ранее, уже продлеваются договора аренды. Этот вокзальный комплекс по праву считается визитной карточкой республики. Поэтому к его обновлению подошли комплексно, стараясь учесть интересы государства и коммерческого сектора. Был этот договор еще до того, как мы начали реставрировать данный вокзал, да, вывеска осталась. Скорее всего, эти все договора будут пересматриваться, будут пролонгироваться. Вот такая работа будет вести. Обновленный Новоафонский вокзал станет постоянной остановкой для составов дальнего следования. А на живописной платформе Псырцха пассажиров по-прежнему будет принимать электропоезд Диаскурия. Железнодорожные ворота республики открыты, и к встрече большого летнего сезона здесь все уже почти готово. Сотрудники ГАИ Абхазии не будут останавливать машины с российскими госномерными знаками во время летнего сезона, за исключением случаев нарушения ПДД. Соответствующую задачу поставил министр внутренних дел Роберт Киут. Об этом на совещании, посвященном курортному сезону, сказал начальник управления госавтоинспекции республики Дамей Авицба. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 22 мая в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, туман, днем местами возможен дождь. Атмосферное давление в норме будет повышаться. Ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 11-16, днем 17-22. Температура морской воды плюс 15. Волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха 70-90%. На этом у меня пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.